Вы все смотрите телевидение, особенно НТВ. Такому-то ребенку требуется такая-то помощь, этому такая-то, такая-то. Вы меня извините, ни Путин, ни Медведев, ни один олигарх ни рубля не дали на лечение ребенка. А раз родился ребенок в стране, в России, он гражданин России. Он должен быть защищен Конституцией. Если страна не может вылечить его, отправляйте его в Израиль, в Германию, еще куда, и вы оплачиваете это дело. Оплачиваете. А не побирайтесь. Мало того, что народ унизили, унижают, еще на детях, как говорится, играют. Это же преступление перед детством. Если вас, не дай бог, отторгла система, вас загнобят хуже, чем простого работягу. Поэтому прежде чем что-то сделать против народа, что-то сподличить, подумайте об этом. Вы ведь никуда от нас не скроетесь. Мы ведь все знаем вас в лицо, по именам, по фамилиям. Так что думайте об этом, пожалуйста, на своих рабочих местах, прежде чем подложить гадость какую-то для людей, которые и так, извините, на сегодняшний день бесправны. Никуда вы не скроетесь от этой пенсионной реформы. Никуда. И ваша пассивность потом вам вылезет же боком. Сегодня борьба, завтра достойная зарплата и пенсия. Поймите это, наконец-то. Неужели вы не понимаете, что нас, чем меньше собирается, тем легче власти, она посмеялась и все на этом. Если нас соберется больше, 1000, 2, 3, не только федеральная, республиканская, но и местная власть, местный муниципалитет, всех будут трясти, понимаете? Они будут и пойдут нам навстречу. Поэтому думайте об этом, что чем мы будем дружнее, тем больше мы добьемся в этой жизни. Когда я был, совсем молодой, на пенсию как-то даже не думалось. Все мы в свое время надеялись на правительство, на то, что у нас есть жесткие гарантии. Сейчас время поменялось. Власть стала совсем по-другому относиться к работающему человеку. Я подразумеваю под словом «работающий» это и самозанятых тоже. Ребята, если вы думаете, что вы сами себе сможете заработать на достойную пенсию, вы глубоко ошибаетесь. Примется к тому времени ряд очень жестких мер. И всякий самозанятый будет платить ровно столько, сколько нужно этой власти для ее давления и контроля над народом. Ваш работодатель выплачивает 22%. Средняя зарплата по России, я возьму грубо, каждый посчитает свою сумму, 25 тысяч рублей. 22% это сколько? Есть математики? Грубо говоря, 5400 рублей в месяц он отдает из тех денег, которые он должен был, грубо говоря, выплатить. Умножим теперь это на 12, получается 64 тысячи. В результате нам дают 1000 в месяц прибавки. Это по неутвержденным данным. А вот теперь считайте, если вы будете молчать, грубо говоря, как овцы, ждать милости, то вас будут еще больше нагибать. Проявляйте свою волю, свою гражданскую позицию. Если вы не согласны с этим, то надо смело заявлять. Касательно повышения пенсионного возраста. В нашем случае, как вижу это я, это точка кипения. Потому что повышение пенсионного возраста это и не единственная проблема. У нас с сегодняшнего дня это и коммунальные услуги дорожают, у нас и повышается цена на бензин, ввели для дальнобойщиков систему Платон, есть капремонт оплата. Государство лезет в карман каждому из нас постоянно. И если мы сглотнем это, дальше будет хуже. Они увидят, что народу все равно никто не выходит. Будем всувать руки дальше. Момент по поводу тех, кто не пришел. Большинство из нас, единственный источник информации это телевизор. По телевизору любую информацию преподносят таким образом, которым выгодно. Если повышаем пенсионный возраст, нам выгодно сказать, что это приведет к большим пенсиям, будете больше получать, качество жизни вырастет. Если будет выгодно ввести крепостное право, нам приведут массу примеров того, что крепостное право выгодно, оно нам нужно.
То же самое будет и с железным занавесом. Будем жить, ну ладно, железный занавес при коммунистах, тогда была первая страна. Сейчас мы скатываемся в разряд стран третьего мира. Граждане, я призываю вас агитировать всех своих друзей, всех своих знакомых. Проявите, пожалуйста, гражданскую ответственность. Это наша с вами страна, нам в ней жить. У чиновников все дети за границей. Когда будет выгодно, они уедут, а мы с вами останемся у разбитого корыта. Если мы не сделаем это сейчас, то это не произойдет никогда. Когда нас видит 10 тысяч человек, тогда момент согласования просто отпадет. Им придется нас слушать, потому что это наша страна, и мы с вами тут живем. Резолюция митинга против повышения пенсионного возраста. Мы, участники митинга против повышения пенсионного возраста, собрались, чтобы выразить свою солидарность со всеми, кто борется за справедливость против беззакония по повышению пенсионного возраста. Экологии, здравоохранения, бесплатное обучение, цен на бензин и НДС, ликвидацию предприятий, несостоятельности властей всех направлений, вымирание городов и республики. Мы требуем нет повышению пенсионного возраста, нет плоской шкале налогов, нет повышению цен на бензин, нет повышению налога НДС, нет грабительским тарифам ЖКХ. Главу региона вместе с его командой в отставку. Требуем предоставления центральных площадей для проведения всех протестных мероприятий. Выражаем недоверие правительству Путина.